На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. В Абхазию прибыла колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа Министерства обороны России. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест развернут в Сухуме на территории пансионата Айтар, где военные медики приступят к приему пациентов и оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Репортаж Алики Трапш. В понедельник ночью в столицу прибыла колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа из Ставропольского края для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Их прибытие в республику стало возможным благодаря обращению Министерства обороны Абхазии к Министерству обороны России об оказании помощи в развертывании мобильного госпиталя в нашей стране. Именно здесь, на территории пансионата Айтар, разворачивают многопрофильный мобильный госпиталь. Больных коронавирусной инфекцией здесь будут лечить российские военные медики. В момент приезда нашей съемочной группы российские военнослужащие занимались разгрузкой техники и надувных медицинских палаток, в которых будет приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Здесь больные пройдут обследование. Затем, в случае необходимости, на стационарное лечение их перенаправят в корпуса пансионата Айтар, которые переоборудованы под больничные палаты. В многофункциональном мобильном госпитале будут инфекционные и терапевтическое отделение, в каждом по 50 койко-мест. В случае необходимости, как говорят российские врачи, есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. Личный состав медицинской службы, который входит в состав мобильного госпиталя, начали оснащать, развертывать, готовиться к приему больных. Сегодня к 16 часам полностью мобильный госпиталь будет готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием, лекарственными препаратами, личный состав обученный. Личный состав неоднократно уже принимал участие в оказании медицинской помощи по больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан. В госпитале есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания квалифицированной медицинской помощи. Он оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. По словам министра здравоохранения Тамаза Сахнаки, маршрутизация ковидных больных пока выстраивается. Но в первоочередном порядке в мобильный госпиталь будут доставлять пациентов скорой помощи Сухума и близлежащих районов. На сегодняшний день под руководством вице-премьера у нас проходит рабочее совещание, где создана координационная группа по взаимодействию с нашими коллегами и этим мобильным госпиталем для того, чтобы четко отработать маршрутизацию наших пациентов. Будут определены ответственные лица, телефоны, по которым люди могут также обращаться, это в том числе и по горячей линии. Ну и, соответственно, по сотрудникам госпиталя, сотрудникам Минздрава, Горздрава и районных центральных учреждений, в лице главных врачей, которые будут в постоянном взаимодействии. В мобильном госпитале Министерства обороны России 12 койко-мест будут реанимационными, а у 25 коек будет возможность подключения к ИВЛ. По словам начальника госпиталя, личный состав будет пребывать в Абхазии столько, сколько понадобится. Развертывание многопрофильного мобильного госпиталя на территории пансионата Айтар является большой помощью Гудаутскому ковид-центру. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазию также прибыли военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота России. В составе отряда 11 специализированных автомобилей, авторазливочные станции с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции, тепловые машины с реактивными двигателями. В кратчайшие сроки подразделения сводного радиохимического отряда развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованные в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Абхазии оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий. Первая обработка социальных объектов планируется 21 октября.
военнослужащие сводной роты радиационной, химической и биологической защиты 22-го армейского корпуса Черноморского флота прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Колонна с 11 машин специальной техники войск РХБ «Защита» совершила многокилометровый марш из Республики Крым на военную базу Министерства обороны, город Гудаута. Военнослужащие в кратчайшие сроки развернули автопарк и пункт специальной обработки техники, привлекаемый для выполнения задач по дезинфекции социальных объектов. Первая обработка планируется 21 октября. За прошедшие 2 суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 176 человек. Из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 23 человека, 43 средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов. В Гудаутский госпиталь за 2 дня доставлен 31 человек. 17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ 14, в Ачимчирской больнице 27. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Гудауте на базе одного из частных гостевых домов организован дневной стационар для больных коронавирусной инфекцией, где пациенты, проходящие лечение на дому, могут получить медицинскую помощь. Необходимые средства защиты для персонала предоставило Министерство здравоохранения Республики. Репортаж Гугуцы, Вардания. В этом двухэтажном здании по улице Кистрикская, 7 в Гудауте ежедневно с 10 утра медработники принимают больных коронавирусной инфекцией. Гостевой дом для приема пациентов с COVID-19 открылся еще на прошлой неделе. Количество посетителей пока небольшое. В гостевом доме, оборудованном под дневной стационар, всего 10 комнат. Но пока для лечения коронавирусных больных задействовано только 5 из них. Чтобы ввести препараты внутривенно и поставить капельницы, сюда приходит до 15 человек в день. Пункт приема организован для жителей Гудаутского района, но обратиться в дневной стационар может каждый. Медработники принимают больных строго по направлению врача. С первого дня заболевших коронавирусом обслуживал только один медик, но сегодня здесь посменно дежурят 2 медсестры. По их словам, при необходимости количество медработников в стационаре будет увеличено. Почти 90%, можно сказать, получают капельницы. Есть внутримышечные инъекции утром и вечером тоже получают. Капельницы прокапали и ушли. Но мы вот после 9 уже здесь. После 9 до которого часа? Ну вот знаете, вот утром, вечером, если назначение, вот мы ждем вечернее тоже назначение, чтобы сделать. Сусана Джопа около 26 лет проработала медсестрой в хирургическом отделении Гудаутской районной больницы. С начала пандемии в Абхазии не раз бывала в красной зоне. Я была в инфекционной тоже, вот и красная зона была, и в палату заходила, и работала везде. В выходные не получается, потому что люди получают подряд капельницы. Сейчас я не могу сказать, сегодня я прокапала, я завтра выходные не проходить не получается без выходных. Инициатива открытия дневного стационара для больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому, принадлежит главному санитарному врачу Гудаутского района Инге Чанба. В частный стационар пациентов направляют врачи, которые их наблюдают. Мы вынуждены были для того, чтобы сократить поток поступающих в ковид-центр, мы, значит, вот организовали, как вот везде делают, это дневной стационар. Те, которые легкое течение и начинающиеся там средней тяжести, мы организовали этот стационар. Нам в этом, конечно, рядом с нами вообще все работает, и глава администрации, это вот Бодюго Баграт Фазылбевич, заместитель главы ВОЗБ Тимур Валикович. Очень большую, мы просто каждый день вот вместе все проблемы эти решаем. Это уже облегчает работу нашего ковид-центра, мы сокращаем число поступающих туда.
И вот они работают вот в 2 смены, будут работать с сегодняшнего дня в 2 смены, потому что есть капельницы, которые утром надо прокапать, и вечером в 9 часов. Они посменно будут работать. Идею открыть стационар на базе гостевого дома поддержал глава районной администрации Баграт Боджгуа, а затем и директор гостевого дома Баграт Цишба. Как оказалось, в городе уже функционирует несколько помещений, где граждане получают помощь и имеют возможность находиться на самоизоляции. Большое спасибо хочу сказать ребятам, предпринимателям Гудауца. Это Гена Кварацхеля, который безвозмездно предоставил свою гостиницу. Это Сичинава Аляс, который дал нам 15 номеров. Это Цишба Баграт, который предоставил для гостиницу. Также большое спасибо хочу сказать Бадри Хакба, который изначально с ковидом, как начался этот ковид, первую помощь, которую оказал изначально, где у нас было расселение врачей. И тихо-тихо к этому доброму добавились другие предприниматели. Всем хочу сказать большое, огромное спасибо. В дневном стационаре для больных COVID-19 пациенты проходят лечение совершенно бесплатно. Однако все лекарства и необходимые медикаменты у них должны быть с собой. Гугу Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Контроль над соблюдением введенных в республике ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции осуществляет личный состав подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел. Подразделения УГИ и МВД проводят рейды, в ходе которых предупреждают граждан о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. О том, как эта работа организована в Гагре, в материале пресс-службы МВД. Почему нам необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию? В Гагрском районе принимаются все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники милиции каждый день проводят профилактические мероприятия, информируя граждан о необходимости соблюдать установленные санитарные нормы. Вижу, половина, больше половины вы без маски. Вот мы вам хотим предоставить маски, пользуйтесь. Да. Ношение масок в транспорте обязательно, ведь это замкнутое пространство, где люди тесно взаимодействуют. Все должны сидеть. В масках это даже не обсуждается, это обязательно, да. Берегите себя и своих близких. Счастливого пути, всего доброго. В городе работают патрульные наряды. Автопатрули курсируют по улицам Гагры, предупреждая граждан о необходимости соблюдения ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19. Большинство жителей Гагры соблюдают меры личной безопасности, а те, кто еще не знает о санитарных нормах, получают от сотрудников ГАИ медицинские маски и следуют установленным правилам. Гагрцы позитивно относятся к введенным нормам, понимая, что, следуя элементарным санитарным правилам, каждый может противостоять распространению инфекции. Каждому из нас хотя бы изредка приходится покупать лекарства, но есть те, для кого поход в аптеку становится жизненной необходимостью. На фоне пандемии коронавируса вопрос стоимости медикаментов приобретает особую актуальность. Эту тему бурно обсуждают в социальных сетях. Люди сетуют, что цены на многие препараты необоснованно завышены. Так что же происходит с ценами на лекарства, которые предлагают и на местные аптеки? В вопросе попыталась разобраться Сария Кварацхеля. В абхазском сегменте Фейсбука не раз появлялись претензии и возмущения насчет того, что в аптеках наблюдается динамика роста цен на медикаменты первой необходимости. Очередной пост у себя на странице выложила пользователь Хатуна Анкваб. Девушка выражает негодование в адрес аптеки «Пульс», которая расположена на рынке. Зашли с подругой вчера в аптеку «Пульс» на рынке. Так парацетамол там стоит 60 рублей, а маска одноразовая стоит 25 рублей. Что произошло? Мир перевернулся, что ли? Что за беспредел происходит? Почему цены так взлетели на лекарства? Наша съемочная группа направилась в аптеку «Пульс». Фармацевт Лана Адлиева читала пост и совсем была не удивлена нашему приходу. Насчет парацетамола закупочная цена, она была дорогая. В связи с этим, у нас выходит цена, что 60 рублей парацетамол. Одна пластинка стоит 30 рублей.
Вся упаковочка, там 20 таблеток, ну, выходит 60 рублей. Масочки у нас продаются по 10 рублей, никак не по 25. Закупочная цена была 47 рублей на парацетамол. Ну, в данном случае данный завод был за 47 рублей. Зависит от производителя, то есть производитель разный, фирма разная, и выходит, что цена такая вот. Ну, бывает дороже, бывает недорогие. Бывает по 59, бывает по 46-47 рублей. То есть цена от нас вообще никак не зависит. Зависит от производителя, как мы оттуда получаем товар, так и продаем. Нужно отметить, что еще до нашего прихода эту аптеку проверяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики. Здесь они выявили, что стоимость препарата завышена на 2 рубля 66 копеек. Как выяснилось, закупочная цена парацетамола 47 рублей. Плюс процент наценки составляет 57 рублей 34 копейки. А продается это лекарство за 60 рублей. Конечно, людей это возмущает. Ведь, казалось бы, совсем недавно парацетамол стоил не больше 15 рублей. На цены влияют два фактора, диктуемых в основном поставщиками – рост доллара и, конечно же, ситуация с COVID-19. Для обычного парацетамола закупочная и реализационная цена завышена на всех этапах. С целью недопущения завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции уже более 2 недель работники ОЭБ и ПК МВД ведут проверки сети аптек на всей территории республики. Итоги проверок будут оглашены позже. Сария Гварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Израиль выходит из карантина поэтапно. И это тогда, когда практически весь мир вновь вводит ограничительные меры из-за коронавируса. Все мы знаем о высоком уровне израильской медицины. Но в данном случае не это главное. Все дело в организации карантина. Онлайн-прием пациентов и лечение, онлайн-учеба, онлайн-покупки. И не только. Одно из действенных мер – штрафы, очень чувствительные. За одно нарушение от 1000 до $1500. Все эти меры сыграли положительную роль в снижении уровня заболеваемости. От 8 тысяч ковид-инфицированных в день до 2, а то и меньше. Анна Гуня побеседовала с известным в Израиле специалистом Ростиславом Шварцем, руководителем отдела онлайн-медицины DocLand. Кстати, беседа тоже в онлайн-формате. Интервью смотрите сразу после новостей. А сейчас небольшой отрывок. Если для Израиля это второй этап развития заболевания COVID-19, то для Абхазии это вот первое столкновение, можно сказать, с пандемией. И у нас есть эта проблема призвать людей соблюдать средства защиты, не собираться в местах массового скопления. И свадьбы. Я не знаю, сколько человек в Израиле собираются на свадьбу, а у нас бывает от 1000 и выше. И на самом деле это рассадник COVID-19. Как вам удалось до людей достучаться, чтобы люди поняли? Смотрите, те, которые понимают, что это не теория заговора, то, что это настоящая эпидемия, которая забирает много жизней, особенно людей в группе риска, пожилых людей, людей с заболеваниями. С ними было легче. Для всех остальных есть очень большие штрафы. Бизнес, который открыл свое дело, получает штраф. То есть, если, например, люди захотели провести где-то свадьбу, и это место, ресторан или что-то еще приняло их, значит, это место понесет огромный ущерб в размере $1000. Если кто-то вышел из дома без маски, он может получить штраф от $1500. Это огромные суммы для всех, неважно, где кто живет. Поэтому люди думают 2 раза, когда они выходят из дома, вышли они с маской, правильно ли одета маска. Даже если маска одета неправильно, скажем так, доходит до носа, человек может получить штраф в размере от, скажем так, $500 до $1500. Конечно, бизнес гораздо больше. Такие меры успешно работают. Министерство сельского хозяйства сообщает, что со 2 по 30 ноября в районах республики будет проводиться прием коричневого мраморного клопа у населения с оплатой 1000 рублей за килограмм.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в Управление сельского хозяйства администрации районов. Администрация Сухумского района и Министерство юстиции организовали рабочую поездку паспортной службы и нотариальной конторы в село Псху. Это было сделано для удобства сельчан, чтобы им не пришлось ехать в столицу за оформлением документов. Как известно, дорога – это основная проблема жителей высокогорного села. Данная поездка соответствующих служб позволила на месте решить все вопросы, главным из которых было оформление доверенности. В поездке юристов сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Джикерба. Пассажирский самолет Ан-2, в народе именуемый кукурузником, уютно уместив своих немногочисленных пассажиров, мягко оторвался от земли в Сухумском аэропорту. Для тех, кто первый раз летит в село Псху, картина за иллюминатором захватывает дух. Живописные перевалы, горные массивы. В целом вид с высоты никого не оставляет равнодушным. И даже те, кто десятки раз летят этим рейсом, не устают любоваться красотами местных пейзажей. Сотрудники паспортного отделения и государственной нотариальной конторы Сухумского района здесь бывают часто. Им знакомы эти места. Маленький аэродром. Они знают поименно почти всех жителей Псху. Секретарь нотариальной конторы Эмма Хварцкия на протяжении 15 лет прилетает сюда в рабочую командировку. В администрации села их уже ждали местные жители. Сотрудники быстренько подключили технику, которую привезли с собой, и принялись за работу. По просьбе жителей села Псху мы неоднократно в 3 года раз мы приезжаем делать доверенности пенсионной. Как-то пенсионного возраста здесь достаточно. Мы приезжаем, выезжаем на дому к ним и делаем пенсионные доверенности. В этот день в основном пенсионеры оформляли доверенность на своих близких и родных. С тех пор, как перестали начислять российскую пенсию на карточки, почти все жители села еще не снимали деньги, так как им тяжело ездить в Сухум. Теперь, оформив доверенность на своих родственников, они и будут снимать им пенсию. Министра попросили, и что он лично взял наш паспорт. И передали сюда, и вот сейчас сделали доверенность, и мне вернули вот паспорт, и теперь уже все. А сейчас вот уже не могу ездить, уже ездить муж мой за меня получает. Некоторых пенсионеров дети далеко за границей, и тогда на племянников или на кого-то еще оформляют это, чтобы получили пенсию. У нас старики не могут выезжать, поэтому какие-то, например, завещания или что-то доверяет что-то еще на получение каких-то документов. То есть это у каждого свои проблемы, и все эти можно проблемы решить. Основная проблема села Псху – транспорт, на котором можно добраться до города. Есть, конечно, коммерческие самолеты, но дорого. Один рейс обходится в 26 тысяч. 10 пассажиров должны собрать эту сумму и отдельную плату за багаж. Некоторое время ездил автобус. Для сельчан это было удобно, но из-за плохих дорог он часто ломался и подвергал опасности жизнь людей. Со временем и он перестал ездить. Последний автобус был в августе. Вот как раз в сентябре, в октябре люди выезжают, там где-то запастись продуктами, чем-то еще-то, но, к сожалению, он сломался. А так это очень хорошее, тем более, что он не такой дорогой был. 700 рублей билет. По сравнению-то тут 1500, это если когда были самолеты, 1500 надо было платить и 20 рублей груз с килограмма. Сейчас для сельчан вновь стала большой проблемой поездка в Сухум. Вот почему руководство Сухумского района и министр юстиции Андрей Барцыц приняли решение помочь жителям Псху с оформлением документов на месте. Люди выражают огромную благодарность и просят в следующий раз прислать еще и представителей соцобеспечения, чтобы была возможность проведения перерегистрации пенсионеров на месте. Министра юстиции благодарим, что, значит, направили сюда нам, нотариус нам сюда, где пришлось ехать делать, там, значит, пенсии получать. Ну, а сейчас бы хорошо, если бы еще бы перерегистрацию бы приехали бы сюда, сделали бы, чтобы из-за того, что болезнь сейчас, вирус этот идет, чтобы мы не позаболели.
Помимо оформления доверенности, в этот день сотрудники паспортного стола Сухумского района вручили некоторым жителям села абхазские паспорта. Таким образом, полная паспортизация села Псху, начатая еще в 2018 году, практически завершена. Опять-таки из-за проблем с транспортом все необходимые процедуры для получения и обмена абхазского паспорта сотрудниками МВД были проведены на месте. Была рабочая поездка инспекторов Сухумского района паспортной службы. Они на месте приняли практически у половины населения села документы. И также в течение 2 недель паспорта были выписаны в паспортном управлении МВД Республики Абхазия и выданы также в селе Псху на месте гражданам села. Практически паспортизация в селе завершена. 70 дворов у нас тут на Псху с населением 180 жителей. К тем, кто в тот день по различным причинам не смог попасть в администрацию села, сотрудники паспортного стола и нотариальной конторы выехали домой. Устина Третьякова живет далеко от центра. Сейчас она одна дома. Сын находится в Сухуме. Женщине под 80 лет. И ей тяжело передвигаться. Она еле справляется с домашними делами. Сотрудники паспортного управления вручили ей паспорт, а секретарь нотариальной конторы оформила пенсионную доверенность. Теперь сын будет снимать пенсию для своей матери. Таких пенсионеров оказалось в селе несколько. Всех их посетили и оформили доверенности. А после завершения соответствующих процедур рабочая группа успела поставить свечи и помолиться в храме Господнем на Псху и отправилась обратно в Сухум, мягко приземлившись в Бабушарском аэропорту. Эсма Джикирба, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Сухуме производится демонтаж наружной рекламы, установленной с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба столичной администрации. Так, сотрудники отдела по организации мероприятий и рекламы провели демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения по улицам Эшба, Ардзенба и Лакоба. На каждую снятую конструкцию составлен акт о демонтаже. Владельцы наружной рекламы, не соблюдающие требования законодательства, смогут забрать свои конструкции после уплаты расходов, связанных с их демонтажом. В минувшие выходные Русдрам подвел итоги зрительского голосования по результатам 39-го театрального сезона. Победителей наградили дипломами в арт-фойе театра с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Подробности в репортаже Эсмы Голландзе. 39-й театральный сезон в Русдраме должен был завершиться спектаклем «Кровавая свадьба». Однако из-за введенных ограничений его пришлось отменить. Церемония награждения в этот раз прошла в непривычной обстановке, без зрителей. Правда, наблюдать за происходящим все желающие могли онлайн в соцсетях. Именно в этом сезоне театр выпустил такие премьеры, как «Оскар», «Электро», «Радость вопреки всему», которые прошли с большим успехом. А недавно Русдрам получил награду в номинации «Лучший актерский ансамбль» на фестивале «Липецкие театральные встречи», на котором представлял спектакль «Кьоджинские перепалки». Несмотря на то, что мы около 4 месяцев, 3,5 месяца не могли работать, мы сыграли 104 репертуарных спектакля. Фактически мы выдержали уровень предыдущих сезонов. И это, я считаю, большим достижением. Мы не оправдывали свое бездействие карантином и другими обстоятельствами. Мы действовали, мы работали, мы преодолевали эти обстоятельства. Старались погружаться в какие-то новые для нас непривычные формы работы. Мы выпустили несколько онлайн-проектов, мы сделали телеверсии, качественные телеверсии наших спектаклей. Мне кажется, мы стали лучше, мы стали глубже, мы стали интереснее. За своих любимых актеров и понравившиеся проекты зрители могли проголосовать в фойе театра и на сайте Русдрама в течение последнего месяца. В номинации «Лучшая женская роль» победила молодая актриса Мадлена Барциц. Лучшая мужская роль досталась любимцу публики Джамбулу Жордания. Обратите внимание на молодежь нашу, умоляю вас. Не потому, что вы меня лучше всех знаете. Я, конечно, стараюсь. Я уверен, что вы все адекватные люди и все. И делаете не по блату и не по родственным связям. Но все-таки, мне кажется, надо очень внимательно посмотреть на нашу молодежь, чтобы их подстегивать, чтобы им было
желание работать. «Кровавая свадьба» стала победителем голосования сразу в нескольких номинациях и была признана лучшим спектаклем сезона. Лучшим режиссером зрители выбрали Марию Романову. Дорогие люди, Ираклий Ривазович, на самом деле огромное счастье и любовь творить с вами, совершать какие-то подвиги над собой. Благодарю вас. Лучшими актерами за роли второго плана были признаны Саид Лазба и Марина Сичинава. Кроме того, наградой отметили художника-постановщика Юлиану Лайкову. А лучшим онлайн-проектом стал мюзикл продюсера Дэниела Яковиди «Иисус Христос. Суперзвезда». Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Из-за пандемии коронавируса третий абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» пройдет в онлайн-формате. В этом году фестиваль посвящается 120-летию со дня рождения адыгского поэта, основоположника кабардинской литературы Алиша Гинцукова и 70-летию со дня рождения абхазского поэта Рушбея Смыр. Тексты и видео по теме фестиваля публикуются на официальном сайте организатора мероприятия Кабардино-Балкарской общественной организации «Жан» и на странице в социальной сети. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 15-20. Температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.